утро! Сегодня 25 ноября, среда. В студии Екатерина Данилова. В Чувашии запустят систему оперативного информирования о результатах теста на COVID-19. Пробный запуск запланирован уже в конце этой недели. Если раньше пациенту за результатами теста необходимо было идти в больницу, то сейчас оповещение будет приходить на телефон. При заборе материала на исследование медработники будут уточнять способ информирования – СМС-сообщение, электронная почта или звонок. Таким образом, результаты COVID-теста пациент получит без визита к врачу в течение 48 часов. Меры безопасности усиливаются. В республике ввели ограничения для предприятий общепита. Ограничительные меры коснулись фудкортов, той зоны питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общепита. Теперь им можно работать только под заказ или на вынос. Ограничительные меры были приняты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Республики и решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Напомню, ранее главой Чувашии был подписан указ о переводе старшеклассников школ Чебоксары и Новочебоксарска, а также студентов СУЗов и вузов на дистанционное обучение. Однако в социальных сетях у многих возник вопрос, почему же именно эти два города? Министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева прокомментировала такое решение. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день у нас за прошлую неделю заболело 114 детей именно в городе Чебоксары и 3 ребенка в городе Новочебоксарск. В целом ситуация даже по крупным центрам республики, она стабильна. И там не возникает ситуации резкого вмешательства и ограничения очного обучения. Но тем не менее в ежедневном формате ситуация нами проводится мониторинг, все это у нас очень четко отслеживается. В Чувашии завершился 5-й межрегиональный фестиваль национальных тюзов и молодежных театров «Волжская сказка». Хочу сказать, в этом году он был очень трудный. В плане того, что на улице пандемия. Трудно в том плане, что зрители не все посмотрели. К сожалению, была заполняемость зала только 50%. Но в творческом плане было очень хорошо и комфортно. Мы и в будущем будем устраивать такие фестивали. Планируем и 6-й фестиваль. Победителями фестиваля стали актеры из разных регионов России – Мариэл, Мордовии, Татарстана, Башкортостана. Лауреат в номинации «Лучшая женская роль второго плана» Венера Пайгильдина, актриса Чувашского государственного театра юного зрителя. Федеральный телеканал «Моя планета» готовит программу о чувашской кухне. В октябре в нашей республике прошли съемки программы «Магия вкуса». Сотрудники телеканала «Моя планета» в течение недели побывали в различных уголках Чувашии. Их интересовали местные традиции, обряды и особенно приготовление национальных блюд. Куда заглянула съемочная группа, узнаем 25 ноября в 10 утра. Еще один фильм о Чувашии показал телеканал Ocean TV. В 2018 году съемочная группа телеканала исследовала всю Волгу от истока до устья. Результатом экспедиции стал цикл документальных фильмов, посвященный истории, культуре, традициям и обычаям волжских регионов. Путешествие по Чувашии начинается в парке Сувар, недалеко от Чебоксар. Затем эко-этнопарк Ясно приглашает зрителей окунуться в чудесный древний мир со своими божествами, а также сварить пиво по старинным рецептам. Серию фильма «Великие реки России. Волга. Чебоксары» можно посмотреть на сайте Ocean TV. Следите за хроникой событий в наших дневных и вечерних выпусках новостей. Больше сюжетов и архивные выпуски программ легко найти на нашем сайте ГТРК Чувашия. Хорошего дня!